друзья, мы начинаем наш вечер. Вечер наш необычный. Я бы сказала, наш дом в сегодняшнее время становится первооткрывателем таких вечеров. Мы вновь, как в старое доброе время, приглашаем артистов, ну, я не знаю, с окраин нашей национальной родины России, артистов, которые когда-то учились в ГИТИСе, которые потом уехали в свои города, в свои театры, трудно работали, легко или трудно, но работали. Сегодня мы встречаем и принимаем актрису. Это своеобразный отчет ее, творческий отчет. Что бы мне хотелось сказать? Знаете, я, конечно, не политик и говорить не умею, но мне кажется, что недаром президенту Северной Осетии Александру Сергеевичу Засохову дали премию в номинации «Мир Кавказу». Вот мне кажется, что это как-то, мне кажется, сегодняшний вечер уникальный, потому что хватит говорить пушкам, пусть говорят музы, тем более такая муза, как Светлана Медоева. И когда я ей сказала: Светлана, пораженная ее индивидуальностью, ее обаянием, ее энергией, я говорю: Светлана, а вот если бы приехали в ГИТИС? Она сказала: для меня это очень почетно, но как сделать? Я говорю: да мы вас с удовольствием примем, вот с финансами там поют романсы у нас это, но мы не возьмем с вас аренды, мы вас просто примем, будем рады и сделаем так, чтобы был полный зал. Как видите, сегодня, слава Богу, полный зал, товарищи. Вот. Потому что актриса, конечно, ей нужны зрители. Конечно, она должна сыграть и сделать то, что она приготовила. Это ее моноспектакль. Это не отрывки из ее спектакля. Но оказывается, как я потом узнала, что Светлану очень хорошо знают в Москве. Светлану знают прекрасно за границей. Я не знаю, там в Северной Осетии, тут я не берусь говорить, так сказать, но вот в Москве, как видите, сегодня у нас в зале молодежь и вообще много народу, значит, Светлана известная актриса, творческая личность. Это наш дом, просто вот в зале сидит Ангелиса Георгиевна Погорелова, она патриот нашего дома, она говорит: скажи про дом. Мне очень приятно, что мне кажется, что мы первые, которые вот так вызывают артистов, ну не то что с окраин, а вообще артистов, наших родных, любимых артистов, будущих, то есть бывших студентов ГИТИСа, и вроде как начинают приглашать, и вроде как это, ну, такая галерея, я надеюсь, что это будет у нас, вот, чтобы приезжать будут артисты со своими отчетами. Значит, Светлана сегодня первооткрывательница в этом плане. Итак, творческий вечер. Заслуженной артистки России, народной артистки Осетии, артистки Академического театра имени Владимира Тхапсаева Светлана Медоева.
Мажар залежар, даже рагваюкан, мажар дае шушат жарагима. Спасибо. Спасибо. Вы мои дорогие. Вы мои дорогие, вы не думайте, что я приехала покорить Москву. Вовсе нет. Я приехала вместе со своими коллегами, чтобы в преддверии Нового года подарить вам минуты радости и наслаждения от встречи с осетинской песней. Если нам это удалось, то мы счастливы. Сейчас, минутку. Вы мой золотой. Спасибо. 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 Особую благодарность хочу сказать людям, которые помогли нам приехать сюда. Я искренне благодарю нашего президента Александра Сергеевича Засохова, который, дорогие друзья, осознает значение и силу культуры и искусства, что бы ни происходило в обществе. Это настоящий патриот национальной культуры и в то же время глубоко интернационален. Это единственный президент в Российской Федерации, который в рамках программы «Мир Кавказу» получил высокую награду «Мир, золотую маску». Мое восхищение и благодарность генеральному директору пивоваренной компании «Балтика», который оказал финансовую помощь. Таймураз Казбекович, я уверена, что вместе с нами все ангелы на небесах стоя аплодируют Таймуразу Казбековичу и мои олимпийские поклонники с вами. Спасибо. Особо хочу отметить удивительных, милых женщин Талызину Валентину Илларионовну, народную артистку России и хозяйку этого дома Индюсу Георгиевну Погорелову, которые любезно пригласили меня и предоставили этот чудесный зал, я бы сказала, легендарный зал. Спасибо вам, дорогие женщины, мои золотые. Спасибо. Особо хочется еще раз сказать вам спасибо, которые оставили свои дела и пришли на встречу с осетинской песней. Спасибо вам за преданность к Осетии, к осетинской песне, к музыке. Будьте здоровы и счастливы. До новых встреч! Дорогие друзья, артистка России, девушка правления нашего дома Земфира Тахилова. Поскольку община очень велика и большая, и у нас зрителей на 10 таких залов. Казик. Светочка, я тоже хочу сказать два слова. Вы знаете, можно не знать языка, но тем не менее музыка и искусство, оно не нуждается в знании языка и тем более не имеет никаких границ. Этот дом всегда ваш. Мы вам всегда рады. Дома. Вот такие маленькие значки C3, которые дают вам право выступать на этой сцене, когда вы захотите, или смотреть любую программу этого дома. И еще я думаю, что вы хорошо сделали, что поблагодарили своих спонсоров. Я думаю, что вы от нас еще передадите также благодарность вашему театру и филармонии, которые все-таки оставили для нас такую хорошую актрису, показали ее в Москве. Может быть, вы и без их помощи приехали, но все-таки они хотя бы не мешали. Это уже в наше время большое.
их слова, что они говорили. Для вас был самый ценный педагог, вот Гетисе, но они все дороги по-своему. Вот, кажется, я думаю, что мудрейший человек, пожилой, он даже говорит, я запомнила, знаете, я не знаю, я своим делом занимаюсь или нет. Я не понимала, почему он так говорит, такой, знаете, такой актер, такой он режиссер-педагог, и вдруг он говорит вот такое. Я не знаю, вот я своим делом занимаюсь или нет. Теперь я поняла, я тоже всегда говорю своим студентам, может быть, я не тем занимаюсь, может быть. А вот когда в ГИТИСе вы учились, Соломон преподавал, да, а меня интересует, что самое удачное у вас из ролей было? Вы же очень яркая, характерная актриса драматическая, тоже. Ну, мне повезло в чем? Повезло в ролях тоже педагога, потому что у нас была студия. Может быть, бы мне в театре не дали эти роли. Мещане Горького, Елена Николаевна. Ну, я характерная актриса. Вот. Мы привезли 4 дипломных спектакля. Вот. И я там играла в Гарсиелонга 4 танца, Фелисиану и служанку. Потом, значит, в «Дамах и гусарах», вот это моя роль, Анелька. Потому что вы Там Анелька, это я первая попала. Вот сейчас мой партнер, сейчас уже Гарханяна работает, Анатолий Цимбаев. Сегодня он будет здесь со своей супругой. Вот как раз он был моим партнером. Ну, партнер тоже большое значение. Об этом можно говорить и говорить. Как Раневская говорила, партнер, если хороший партнер, то значит хороший спектакль. А почему все-таки вы решились сделать программу? Вот вы характерная, драматическая актриса, а решили приехать сюда после стольких лет перерыва в ЦДРИ. И что это за программа? Во-первых, я начала петь, я не очень-то, я всегда любила театр, и сейчас тоже люблю театр. Но есть такие вот моменты, когда я не занята, я очень страдаю. И как-то меня заняли, вот я начала петь. То есть я пела, но только в спектаклях. И как-то народу я понравилась, а потом я почувствовала просто ответственность перед народом. И вот начала сделать программу, 1, 2, 3, и сейчас я пою, и меня больше, могу так сказать, даже знаю, как певица. И очень любит, я знаю, что Но вот никакая я не певица, это просто способ общения с людьми во время затянувшегося антракта. я так всегда. А вот моноспектакль, вы сами составляете сценарий, сами продумаете все. Что это такое ваш моноспектакль? Вот это спектакль, во-первых, я очень любила нашу поэтессу, очень талантливая Зинаиду Хостякоеву. И вот по ее, вот текст, то, что я читаю, вот, связующий, это ее текст. Она мне очень близка, как женщине. Ну, я хотела в этом спектакле отразить вот и горе, и радость своего народа, мужество и достоинство, любовь и горе. Слишком много наш народ маленький потерпел удары судьбы, я так бы сказала, но все равно они не растеряли вот свою возвышенность, свою самобытность, любовь, нежность, трепет души. А еще какие вот характерные черты осетинского народа? Вот как вы считаете? Осетинская женщина, какая она? Можете рассказать? Гордая, возвышенная. Она может такие аскезы проходит осетинская.